Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Мы продолжаем свое занятие. Тема сегодняшнего урока – приветствие. Как люди приветствуют друг друга на курдском языке? Если два человека встретятся на улице, в любое время суток можно использовать общее приветствие. Аналог русского «здравствуйте». Курды говорят «дамбаш». Если мы говорим «дамбаш», то у нас нет никакой привязки к какому-либо времени. Мы можем сказать «дамбаш» утром, днем, вечером или даже ночью. Если мы находимся с вами в каком-то помещении, и мы заработались, и мы даже понятия не имеем, какое сейчас за окном время суток, то мы спокойно, даже попрощавшись, можем сказать «дамбаш». Особенность курдского языка в том, что можно одно и то же словосочетание использовать и как приветствие, и как прощание. То есть, если мы увидимся с вами, мы можем сказать «дамбаш», то есть «добрый день». Если мы прощаемся, мы говорим снова «дамбаш», то есть «доброго дня». Самое раннее приветствие – это, соответственно, «доброе утро». «Доброе утро» в курдском языке говорят «бяяни баш». Но здесь следует отметить, что «бяяни баш» пришло в диалект Курманджи из диалекта Сурани, то есть южного Курманджи. И «бяяни баш» не так сильно распространен среди курдов в Курдистане и в том числе и на постсоветском пространстве. Больше всего на практике используется словосочетание или приветствие «сабат абхир». То есть вы можете приветствовать друг друга с помощью «сабат абхир», но правильно, литературно «бяяни баш». Когда мы говорим «бяяни баш»? «Бяяни баш» говорят до того, как взойдет солнце, то есть ранним утром, когда мы видим, что небо еще розоватое, и до того, как солнце полностью выйдет, мы можем сказать «бяяни баш». После того, как солнце взошло, мы уже должны сказать следующее приветствие «рош баш». То есть солнце зашло, рош – это солнце. Доброго солнца или доброго дня желают друг другу курды. Рош баш можно говорить в течение всего дня до того, как начнет вечереть. Вечером, когда небо начинает постепенно становиться красного цвета, наступает вечер, и мы говорим «эвар баш». «Эвар баш» мы говорим вплоть до того, как начнет темнеть, когда глаза уже не видят друг друга, как говорят в курдском языке, «чав чавар набина», когда люди уже не могут видеть друг друга, тогда наступает ночное время. То есть нужно уже говорить «шеф-баш» – «доброй ночи», «шеф-баш». Какие ошибки возникают часто в жизни? Бывает так, что люди приветствуют друг друга «рош-баш», и когда прощаются, говорят «шеф-баш» по привычке. Но это неправильно. Если вы видите, что во время прощания время вечернее, то, прощаясь, нужно говорить «эвар-баш». Подводим итог. Приветствуем утром друг друга «бяяни баш», днем «рош баш», вечером «эвар баш», ночью «шеф баш». Если даже мы прощаемся, утром мы можем попрощаться, сказать «бяяни баш», то есть это будет на русском языке «доброго утра», «рош баш» – «доброго дня», «эвар баш» – «доброго вечера», «шеф баш» – «доброй ночи». Но это не значит, что в курдском языке нет специального словосочетания, которое используется для прощания. Есть такое понятие, как уходящий и провожающий. Человек, который уходит, он говорит «бхатрета». Если перед вами взрослый человек, или если вы говорите на официальном языке, используется «бхатриуэ». Дословно «бхатрета» или «бхатриуэ» означает «с твоего благословения», «с вашего благословения». Провожающий говорит «огрбе». «Огрбе» значит «счастливого пути» или просто «счастливо». В жизни встречается такая ошибка, когда провожающий говорит «бхатриуэ», и уходящий говорит «бхатриуэ». Или же уходящий говорит «бхатриуэ», и провожающий проводит тоже говорит «бхатриуэ». Это ошибка. Безусловно, тот, кто уходит, должен просить благословения, потому что он отправляется в путь. А предки курдов, уходя в путь, а путь тогда мог быть очень опасный, говорили «благослови меня», чтобы я дошел до пункта своего назначения, до своего дома или до той точки, куда отправляется человек. Поэтому просил благословения. Сейчас в современном мире поездки более безопасные, поэтому люди могут просто уходить и говорить «до свидания». Итак, человек, который уходит, говорит «бхатриуэ» или же «бхатрите». Тот, кто провожает, говорит «огрбе». А что делать, если люди расстаются одновременно? Тогда чаще используется такое прощание «дамбаш»,
и второй говорит также «дамбаш». Если друг с другом встречаются два друга, или две подруги, или друг и подруга, не обязательно говорить «здравствуйте», «добрый день», «добрый вечер», «доброй ночи» или «доброе утро». Можно просто сказать «привет». В курдском языке приветствуют друг друга так. Слав. Увидимся. Ами have бебинен. Ами have бебинен. Да пак. Да пак. Также очень часто в жизни, когда друзья прощаются друг с другом, используют такие фразы. Но они используются в разных регионах Курдистана по-разному. На постсоветском пространстве часто используется такое выражение, как «дапак». В Курдистане чаще говорят «дабаш», то есть это аналог «пока». «Дапак». Дословно это переводится «добро». На этом мы заканчиваем с вами урок приветствия. Если вам понравился урок, то ставьте лайк. Делитесь с друзьями, мы будем только рады. Всего доброго, до следующего занятия.